Районные власти теперь могут вводить ограничения на своей территории, иначе говоря, сухой закон. Сегодня депутаты Государственного собрания Илтумен завершили пленарное заседание. Об этом и ряде других рассмотренных депутатами вопросах расскажет наш корреспондент Александр Лысак. Во второй день работы депутаты Госсобрания окончательно утвердили дополнительные ограничения по розничной продаже алкоголя в Якутии. Районные власти теперь могут без проблем объявить свою территорию зоной трезвости, где запрещена торговля алкогольной продукцией. С 1 января 2015 года не допускается продажа алкоголя в продуктовых магазинах и во время проведения различных культурно-массовых и спортивных мероприятий. Полностью запретили торговлю на первых этажах многоквартирных домов. Розничная реализация алкогольной продукции будет осуществляться только в специализированных магазинах. Отныне всеми субъектами, которые занимаются реализацией алкогольной продукции, они не могут продавать с 1 января 2015 года алкогольную продукцию в торговых сетях вместе с другим ассортиментным перечнем, получается. Затронули депутаты и тему мамонтов, точнее их останков. Парламентарии заменили уполномоченное лицо, которое от имени Якутии будет выкупать уникальные экспонаты, представляющие интерес для науки. Раньше этим занимался Институт Севера при Академии наук Республики, но после его передачи в ведение Рособразования назрела необходимость смены уполномоченного органа. Теперь этими вопросами будет заниматься непосредственно Академия наук Якутии. Этот вопрос на уровне Российской Федерации не урегулирован. Значит, есть правовой пробел, поэтому буквально недавно мы внесли свои предложения депутатам Государственной Думы от имени Госсобрания, чтобы совместно работать по разработке и принятию отдельного федерального закона. Одним из ключевых вопросов повестки стало утверждение поправок в федеральный закон о территориях опережающего развития на Дальнем Востоке. Их депутаты Илтумен направят в федеральное правительство. Напомним, закон о ТОР был утвержден Государственной Думой в первом чтении. До следующего рассмотрения 12 декабря регионы Дальнего Востока должны представить свои предложения и рекомендации. То, что хотели бы мы красной чертой отразить в этих поправках, то, что создание территории опережающего экономического развития согласовывается с высшим должностным лицом, то есть с исполнительной властью Республики Саха-Якутия. То есть подписывается некое соглашение о создании территории опережающего экономического развития. Что там планируется сделать, как планируется сделать, какие условия формирует республика. За 2 дня депутаты обсудили 57 вопросов, начиная от утверждения мировых судей и заканчивая принятием 3-летнего бюджета Якутии. И каждый вопрос рассматривали с одинаковой серьезностью. Ведь в будущем необдуманные решения могут отразиться на жизни якутян. Александр Лысак, Туяра Филиппова, Андрей Рукавишников, НВК Саха, Якутск.